На улице весна, значит, обостряются различного рода инфекционные и простудные заболевания. Причины разные, но основная из них – иммунологическая перестройка организма. В это время он переживает определенный стресс, связанный с нехваткой витаминов и частых переохлаждений. Обостряются хронические заболевания, такие как гастриты, гастродуодениты, панкреатиты, пилонефриты. Также начинаются весенние авитаминозы, гиповитаминозы, что в свою очередь ведет к появлению таких заболеваний, как ОРВИ, ОРЗ, гриппа и так далее, что способствует, что в определенное время, если не лечить, то есть возникают осложнения, такие как бронхиты, гаймориты, отиты. Погода переменчива, сейчас нужно внимательнее относиться к гардеробу. Простудиться можно в 2 счета. Причем дети подхватывают болезнь чаще, чем взрослые, отмечает Мадина Эльджеркиева. Врач-педиатр советует родителям лучше следить за здоровьем своего ребенка. Немаловажную роль здесь играет сбалансированное питание, полноценный сон и соблюдение санитарных норм. Достаточный сон, не менее 8-9 часов. Во-вторых, это гигиена рук, то есть мыть руки каждые 2-3 часа. Если ребенок любит гулять, это очень хорошо. Прогулки, свежий воздух, это все приветствуется, так как это активизирует иммунную систему. На сегодняшний день наиболее эффективным способом предотвращения различных инфекционных заболеваний является вакцинопрофилактика. Именно она и помогает перенести болезнь в более легкой форме. Но в последнее время мамы неохотно спешат делать прививки своим детям. Не только от гриппа, но и от других заболеваний, таких как корь, коклюш или полиомиелит, который в тяжелой форме может привести к инвалидности ребенка. Мое мнение как врача-педиатра, конечно, не отказывается, потому что очень многие родители, я была свидетельницей, жалеют, что не сделали их вовремя. И вот эта инфекция, которая бы предотвратилась бы при вакцинации, она у них протекала в тяжелой форме. Например, коклюш, да, это очень неприятное, тяжелое заболевание. Ребенка протекает очень тяжело, поэтому важно сделать прививку вовремя, да, в 3 месяца, в 4,5 и в 6. И про это заболевание, в принципе, мама может забыть, оно может не быть. Вакцинация от гриппа проводится детям, начиная от 3 лет и по желанию мамы. Малышке Айше нужно еще дорасти, ей всего месяц. Мама Зульфия Буружева привела дочку поставить 2-ю прививку от гепатита Б. 1-ю ей уже сделали в роддоме после рождения. В мифы о том, что вакцина якобы вредна для организма ребенка, молодая мама не верит и другим не советует. Пока мы сделали БЦЖ и гепатит Б. В дальнейшем я тоже думаю сделать, когда она подрастет, сделать другие вакцинации. Многие наговаривают на вакцину. Но есть и хорошие вакцины, надо просто проверить и сделать. Это необходимо. Для их же здоровья делается вакцинация. Но главная причина отказов от прививок – риск заразиться. Да, вакцинация не дает стопроцентную гарантию, что привитый ребенок не заболеет. Но даже если это случится, он перенесет болезнь легче благодаря выработанному иммунитету. В моей практике это было в единичных случаях, когда ребенок заболел после прививки. Конечно же, он и болел в легкой форме, вот насколько было, или вообще не болел. Но если даже и болел, он выздоравливал без осложнения. Мы же знаем, какие осложнения бывают при вот этих заболеваниях, таких как корь, паротит, краснуха. Если все же есть сомнение, что организм может плохо отреагировать на какой-либо из компонентов вакцины, лучше проконсультироваться со специалистом. Вакцинироваться самим и делать прививки своим детям – выбор каждого. Но не стоит забывать, что в случае заболевания ребенка и тех, кто с ним контактирует, вся моральная ответственность ляжет на вас. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24.